Армысыздар, казах елі, дорогие подписчики. В прошлом году вот в этом районе приобрел квартиру. Ну, если туда-обратно, то 14 тысяч километров. Ну да, кстати, я не задумывался раньше об этом. Но на большую квадратуру не получилось. Остановились на этом варианте. Тут столешница трехметровая. Вот тут мы вывели светильники для стола. Земляки же, много общих тем, интересов. С Альбеком мы быстро общий язык нашли. Он наш саратовский волк. Салам. Хотел наброситься на камеру. Армысыздар, казах елі, дорогие подписчики. Сегодня снимаем супер выпуск, очень интересный выпуск с моим знакомым, с моим другом Русланом Жумабаевым. Вот он. Всем ассаламу алейкум. Рядом сидит. Наверное, вы догадываетесь, из какого он города, из моего любимого города Саратова. Вот так получилось, что у меня больше всего участников моих видео, они больше всего из Саратова, потому что, не знаю, почему-то саратовские казахи всегда идут на контакт, хотят, не боятся сниматься, не боятся рассказывать о себе. Руслан из Энгельского района, казах из рода Байбахта. И очень интересный выпуск будет. Почему? Потому что Руслан не живет в Алмате, но буквально каждый месяц, каждые 2 месяца он приезжает сюда из России и отдыхает здесь, живет у своего брата, получается, и также там вместе с их братом живет наш уже старый знакомый Алибек Кинизбаев. Самоучитель для тех, кто не знает ничего, легкий казахский. Написан он российско-казахстанской командой. Во-первых, самое главное, что здесь есть, это самые главные правила казахского языка. Каждому из правил дается практическое задание, чтобы сразу отработать на практике это правило и запомнить его. Вначале понятным образом перечислены специфические буквы казахского языка, объяснены. В мессенджере Telegram в группе «Легкий казахский» озвучены эти буквы, как они произносятся. Вы можете прослушать. Здесь впервые перечислены 100 самых часто используемых глаголов казахского языка. Обратите внимание, есть разговорник, как приветствовать человека, как попрощаться, как познакомиться. Дальше здесь есть поздравления к праздникам, свадьба, день рождения, наурыз, готовые поздравления на казахском с переводом на русский язык, известные пословицы и поговорки казахского языка, казахского народа, самые известные песни казахского народа, о нашем, песня про маму переводом известная, песня про папу, а то мы всегда поем про маму, а про папу забываем. Папам очень грустно из-за этого. Колыбельные песни, что очень важно в наше время. Здесь есть порядок действий, как прочитать дуа умершим родственникам, как известна казахская традиция. И в конце даются ответы на задания, то есть те практические задания, которые здесь есть, в конце на них на всех есть ответы. Все это в одной книге, удобно, качественно. Можно брать с собой, достаточно большой крупный шрифт, можно изучать в автобусе, в машине, не занимает много места, ложите в сумочку и самое главное, не ставите на полочку, а занимайтесь. Вот, поэтому очень интересно будет узнать, как так получается, что каждые 2 месяца Алмата притягивает Руслана, и Руслан мчится в этот город, да? Да, других вариантов нет у меня. Конечно, возвращаюсь всегда с наслаждением, каждый месяц, каждое время года, все тут по-разному. В прошлом году вот в этом районе приобрел квартиру. Вот в этом доме? Да, вот в этом доме. Попозже покажем. Вот сейчас ремонт на стадии завершения, но в течение года уже вот приезжаю с работы и живу, как ты сказал, у братишки на Розбакиева.
где мечеть Байкен. Давай тогда, ладно, что, пройдемся тогда, Да, давай. покажем. Во-первых, расскажи, пожалуйста, сейчас вот буквально пару вопросов. Ты сейчас где сам живешь в основном? Чем занимаешься? И как так получается, что ты здесь оказываешься каждые 2 месяца? Да. Родился в Советском районе Саратовской области, село Золотая Степь. Потом по завершению школы поступил в Саратовский государственный университет на химический факультет. Отучился там 5 лет на специалитете, жил в общежитии на Первой дачной, кто знает, Саратов. Далее начал работать по специальности. По специальности я инженер-химик, технолог. По образованию инженер в нефтеперерабатывающей сфере, а работаю в сервисной компании, которая занимается бурением. Ну, то есть смежная такая сфера. И уже на протяжении 12 лет я там работаю. Разные компании сменил, 3, но сфера пока одна. И вот просто на протяжении 12 лет работаю вахтовым методом. То есть 30 дней я на работе и 30 дней у меня на отдых. Что еще сказать? В каком именно городе ты работаешь в основном сейчас? Сейчас в основном Когалым. Город Когалым – это Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, где-то примерно 200 километров от города Сургут. Это вот прям буквально крайний север, да? Получается? Ну, это не крайний север, крайний. Ну, буквально на самом... Это Сибирь, это ближе к Сибири, да. западная Сибирь, да, считается. Ближе к северу, туда же прям буквально, там Ну, да. от Салехарда недалеко. Это- Там, получается, самые суровые морозы, это самый северный, один из самых северных регионов тоже России, получается. Да, северный, но опять же не самый северный. не самый северный. Новый Уренгой, есть города, которые дальше, ближе к полярному кругу, но это считается прям вот Сибирь, Западная Сибирь, Нижневартовск, Сургут, Когалым. Да, там суровые зимы, там достигает минус 50 температура зимой. Да, когда с Русланом переписываемся, я его отправляю, у нас здесь уже трава зеленеет, Да, уже да. деревья уже зеленеют. Он отправляет фотографии, где снег еще лежит, где Да, еще да, там елки еще горят там, короче. Буквально 2 месяца назад только в тех краях снег растаял. Вот, поэтому... И сейчас уже в сентябре он выпадет, скорее всего, и могут ударить и первые морозы в сентябре. Так что лето там короткое, но оно тоже жаркое, по температуре там достигает и 35 градусов. Но все равно в основном зима. Ну, расскажи, Руслан, вот у тебя заканчивается вахта на твоей работе, и до Саратова от Сургута сколько километров ты? Ну, примерно 4000 километров. Ну, так получается, что мне работодатель оплачивает перелет с Саратова до Когалыма и обратно. Бывают прямые рейсы Саратов-Сургут, и далее на машине нас довозят корпоративной. Бывают рейсы из Саратова до Москвы, и с Москвы до Когалыма, либо до Сургута также. Ну, перелет в целом занимает где-то 8-10 часов. И потом от Саратова до Алматы сколько у тебя? И потом от Саратова до Алматы 3000 километров примерно. Получается 7000 километров, да, ты Ну, да. каждые 2 месяца прилетаешь? Ну, если туда-обратно, то 14 тысяч километров. Ну, да, кстати, тут я не задумывался раньше об этом. Вот, Руслан, покажи, вот видите, получается, вот это белое окно. Ну, она не белая, у нее просто пленка белая, а так она тоже черная. Вот это вот окно Руслана. На втором этаже, Вот. да. Он купил квартиру в ЖК Алем-Сити 2. Это Урузбайский район, микрорайон Шугула. Вот здесь рядом еще дома строятся новые. Я сам живу, вот, если так посмотреть, вот в этой стороне, вот в этих домах, в Алем-Сити 1. Поэтому, Горы покажу тоже. да зачем горы? Поэтому, проходи. Поэтому Руслан сейчас
мой сосед, можно сказать. И жаль, конечно, что Руслан здесь не собирается постоянно жить. Он будет, скорее всего, переезжать в другой район в будущем, да? Да, куда я хваса? Хочу. Ну, расскажи, пожалуйста, почему каждые 2 месяца прям тебя так сюда прям тянет? Ну, ты обычно знаешь, люди там, ну, раз в полгода приедут, раз в год, но каждые 2 месяца это прям максимально часто. Да, получается, и отработав месяц, у меня месяц свободный. Так как мы здесь приобрели квартиру, надо же закончить ремонт и всякие дела по ремонту, по выбору материалов, по, не знаю, вот по таким строительным вещам. И плюс досуг. У меня здесь уже появились много друзей, знакомых, и родственники также здесь есть. То есть я здесь полноценно живу. Мама пока у меня в Саратове сейчас, но она сюда приезжает периодически вместе со мной. Вот. Хотелось бы чаще, но пока не получается так часто. Угу. Понял. Скажи, пожалуйста, за сколько у тебя? В прошлом году мы приобрели за наличку квартира-студия 31 квадратный метр за 13,5 миллионов тенге. Угу. Без ремонта. Вот двор Руслана. Так выглядит. Здесь вот детская площадка. Тут тоже дома. На первых этажах обычно коммерция. Тут уже многие заселились. Уже живут. Вот подъезд наш. Получается, окна во двор не смотрят, окна только в ту сторону. Но зато вид на горы там. Проходи дальше. Снимай. Здесь у нас уже даже камера стоит. Здесь уже кафель постелили красивый. Вот, например, знаешь, в чем отличие? То, что когда мы заселялись, у нас вот эти стены еще не были покрашены. Их специально не красили, потому что вот видишь, когда ремонт делают, что не затаскивают, все время сошкрябывают, да. Все равно потом это остается. Вот у них здесь такой красивый указатель квартир. Лифт работает? Ты на каком? Да, работает на втором. Что, А на втором не едет, да, скорее всего? Едет? Ну, пойдем. Проходи. Так, стоп, сейчас я засниму. Вот здесь с окна, если снимать. Такой вид. Красиво сделать. Покрасили стены. Здесь сколько получается квартир? Так же, да, как у нас? 9 квартир, да? 3, 4, 4, 5. И тут 4. Тут 6. Вот 4, да, получается 9 квартир. 9. Давайте кошки вниз. Вот. Так. Ну здесь у тебя ванна будет, да, скорее всего? Да. Так, я свет там. Да. Здесь у него до сих пор стройматериалы. Да, давай окна откроем, душно-то здесь. Да, нормально. Рабочий процесс. Вот здесь у него. Ну здесь ты балкон, стену убрал, да, поэтому? Да, да. Вот там вот горы, когда... Ну, они сейчас видны на камере не так сильно, но когда ясная погода, тумана нет, вот они очень хорошо видны. Но все равно здесь они чуть уже по-другому, да, смотрятся, чем оттуда ближе смотреть. И вот это ЖК Шагула, получается. Это Алем Сити первый. Вот школу построили новую.
Вот там будет дальше это ЖК, забыл, как он будет называться, ЖК Улутау. Там уже, получается, идет поселок Абай. Вот так вот. И у него прям буквально дорога выходит на аллею, да? Здесь аллея будет, скорее всего. Просто еще деревья не посадили. А, да? Да, здесь аллея будет. А, классно. Так, Руслан, рассказывай, что здесь успел сделать ты? Успели подготовить стены к покраске. Ну, тут еще зашкурить надо. Успели, что потолок натянуть, полы застелить ламинатом. Двери установили. Вот подготовили место для кухни. Кухню тоже заказали. Ну, у тебя здесь все уже, да, практически? Ну, На практически. этапе окончания только ванну осталось, да, сделать? Ванну доделать, плитку положить, стены. Ламинат или что ты будешь делать? Ламинат здесь есть, он просто под пленкой. есть, да? Он под пленкой, да. А, уже есть даже? Да. Получается только окантовку, да, вот это сделать? Эти, как они называются? А нет, плинтусов не будет. Да. Здесь будет этот плинтус скрытого монтажа с подсветкой как-то. Вот тоже кондиционер уже поставил. Кондиционер поставил, да, по твоему совету, по-моему, да, ты мне весной советовал, что чтобы летом, Ну, я просто тебе сказал, что... чтобы летом не Жарковато втридорога бывает. не покупать, не устанавливать. Да. Ну, как вообще, довольны покупкой? Но я сравнивал цены. И был выбор между ЖК, который находится рядом с аэропортом. Здесь мне больше нравится. Здесь вот вид какой, сами видели. Горы можно лицезреть. И удобство, то, что здесь строят строительство же метро Да. до сих пор идет. Ну, Да, то есть здесь это должны перспективный будущее район. метро построить, да. Здесь вот рядом идет улица Абая, получается, ну, проспект Абая, главный, вообще улица, одна из главных улиц в Алмате. Поэтому здесь в этом плане, конечно, ближе. Ну и вообще здесь все-таки поближе, чем от аэропорта. Да, Раз. поближе к центру и к другим популярным. Поближе к центру. Все. Да. Скажи, Руслан, вот ты изначально планировал здесь сам жить. Потом что изменилось? Да, в прошлом году мы когда брали, изначально откуда эти деньги, мы продали дом частный, где мама жила в Энгельском районе, село Заветное. Вот. И добрали эту, кредитом оставшуюся сумму. И думали, что будем же здесь жить. Но на большую квадратуру не получилось взять. Остановились на этом варианте, потому что такой вариант хороший для перепродажи. Ну и в принципе, вот 31 это без балкона, без вот снесенного балкона, а если еще прибавить там квадратуру, где-то 34, наверное, будет. Одному человеку комфортно будет здесь жить, но поскольку у меня мама, ей 67 лет, вдвоем здесь трудновато будет жить. Я-то думаю. Поэтому планы немного поменялись. Сейчас думаю закончить ремонт. Хороший ремонт мы делаем. Используем материалы качественные. И вот двери скрытого монтажа ставим. Ну, покажи вот эти двери. Да, они без обналичников. Такие. Под покраску мы еще стены не красили, то есть она будет дверь в цвет стены. И вот тут сняли пока ребята, здесь эти батареи, обогреватели вертикальные в этом месте и возле окна. Потом обогреватель внизу тоже скрытого монтажа, здесь в полу вмонтирован. Это не, да, держатели батареи? Да. Не скажу, что дизайнерский прям ремонт, но максимально вот для себя делали, чтобы приятно самим было здесь находиться. Вот здесь еще речную стену. Перегородку, да? Перегородку, да. Именно речную хочешь? Планирую речную, потому что свет, чтобы не загораживал, глухая стена, чтобы не А загораживал. ты не думаешь свет. просто обычно поставить Какое? стену из газоблоков?
Нет, Потому что, вообще не думаю. знаешь, когда речная, допустим, зимой, да, согласен, тогда он свет будет загораживать, да? А вот, например, летом, наоборот, вот эта вот стена, она будет от лишнего света тоже защищать. От лишнего света у нас шторы же будут. Ну смотри сам, я просто вот, ну, я заметил, что я сам так сделал, стену поставил, вот так, и многие так делают, потому что это как визуально удлиняет квартиру. Получается, Что, глухая стена? Да. Когда Удлиняет? стена, да, удлиняет. То есть получается, как делит квартиру на 2 комнаты, и Нет, получается, что... я так не считаю. Ну хорошо. У меня я свое просто- видение, как бы. Да. И основной смысл речной стены, чтобы свет до кухни доходил. И это же наоборот расширяет пространство, когда свет, естественный свет попадает практически во все эти уголки. Ну, квадратура маленькая, поэтому здесь вот планируем поставить кровать. Она будет визуально отделена вот этой речной стеной от остальной части квартиры. Здесь будет диван, соответственно, телевизор. И все, и здесь кухня, зона кухни. Кухня угловая. Тут столешница 3-метровая. Вот тут мы вывели светильники для стола. Ну, то есть здесь будет продолжение столешницы, как барная стойка. Чтобы тоже отдельное место для столовых, как-то столовой зоны не было. Это вот одна группа будет. Я думаю, будет удобно. Вот все розетки подготовили под технику. С этого встроенный холодильник здесь должен быть. Здесь духовой шкаф, посудомойка, по-моему, здесь. Ну, все необходимые электроприборы. А у тебя еще кладовка, да, какая-то? Да, вот мы здесь соорудили стену, здесь ничего не было. Как раз из газоблоков мы кладовку сделали, посоветовались со строителями. Да, это вместо этого балкона, да, получается? Ну да, для хранения вещей. Ну классно, кстати. Здесь полки еще, да, Здесь действительно поставить. все прям можно уместить. Прям вроде бы маленькая, да, но вместительная, да, прям? Еще стиралку здесь установленная. Да, здесь прям хорошо. Вот это хорошая тема. Получается, у тебя же лифта нет? Ой, лифта я имею в виду. Балкона нету, Балкона нет. поэтому да, чтобы где-то складывать. Вот здесь прям отлично будет. Угу. А ты будешь в ванну ставить, да? Нет, Душевую? душевая. Точно уже решил? Точно, да? Ванна. Ну, смотри, я просто тоже сначала думал душевую, потом мне все начали говорить, надо ванну ставить. Потому Нет, что душевая, она постоянно будет, ну, очень есть возможность, что она будет прокапывать вниз. не знаю. короче, У нас здесь- в Энгельсе квартира уже 11 лет. Тоже там ремонт делал. И также установили душевую. Никаких нареканий. Все очень удобно. Максимально просто зашел, помылся, вышел. Никаких лишних движений. У тебя прям здесь да, прям весь как этот, весь ЖК на ладони вот так если в окно. Да. Ну, сейчас просто не видно здесь камеры. Ну, вот так, если смотреть. Удачный, да, выход окна на аллею. И на горы видно. Прям вот тоже повезло. У тебя прям отсюда мое окно даже видно. Да. Вот. Интересно. Так, хорошо. Что я думаю, все здесь засняли? Еще хотел тебе задать вопрос. Сколько примерно ты уже на ремонт потратил? 1 миллион рублей точно вместе с работой. Это 5 миллионов тенге. Серьезно? Уже 5 миллионов Да. положил? Да. Да ну. Да, это же не вот материалы, не дешевые. Как-то. Опять сколько? За работу 1 миллион. Ну и вот это... За работу миллион, в смысле, тенге? 1 миллион тенге, да. Да. Соорудить стены, это же блоки вот покупали. Тут металлоконструкции тоже укрепляли эти блоки. Сварочные работы производились. Потом подсветка, плинтус с подсветкой и потолок тоже по бокам подсветка. Ну, сейчас мы не можем, да, показать. Что еще? Ну, кухню, предоплату за кухню я внес уже 75%. И кухню я тоже считаю. Поэтому, ну, я думаю, это недорого. Но они сами все покупали, все привозили сами, да? Где-то сами, где-то и вместе со мной. Хорошие, да,
бригада ремонтная. Ну, мне посоветовали родственники, там вот по знакомству. Мы вместе ездили, выбирали кое-какие моменты, когда я не мог, когда я был на работе, на вахте, они сами, там бригадир со мной советовался постоянно, мы на созвоне были, по WhatsApp общались. Угу. А вообще в будущем, ну, так, если подумать, вот где бы ты хотел бы, в каком районе иметь квартиру в Алмате? О, фою, наверное, да? Фою? Да, такое, на слуху то, что на языке. Удачное там расположение. Да, тот район мне очень нравится. Там часто пробежками утром занимаюсь, где мега вдоль Алматинки бегать. Одно удовольствие. И президентский парк там недалеко. В принципе, до любой точки в городе можно быстро добраться. Вниз спуститься до Абая в метро. Да и так. Хорошее расположение. Да. Понял тебя. Все хорошо тогда? Пойдем тогда дальше? Давай. Руслан Мырза, вот мы посмотрели твою квартиру, замечательную. Надеюсь, Спасибо. в ближайшее время ремонт закончится и максимально Рахмет. все у тебя хорошо сложится с этой квартирой. Аминь. Ну, все-таки расскажи мне, как ты впервые и когда открыл для себя вообще Казахстан и город Алматы? В 22 году, когда границы открылись после этого коронавируса, вот, приехал с работы, получается, в апреле я приехал с работы, и мы уже в апреле с братишкой заказали билеты, и 1 мая оказались здесь. 1 мая 22 года я, мой братишка двоюродный и мама. Вот мы втроем пробыли здесь неделю практически. И ездили к тете в Мерке, Жамбылской области. Там побывали. Как тебе аул Мерке, кстати? А в Мерке там очень красиво, там такие тоже виды, горы. Там это же санаторий какой-то знаменитый. Мы даже увидели иностранцев там немцы, по-моему, были. Очень красивый поселок. Ну, необычно для нас вообще было, очень необычно. Мы же еще билеты мы покупали на поезд, мы же на поезде, на Тальго, на поезде с Уральска сюда приехали. Изначально, конечно, все смотрели в Ютубе, как город устроен, какие здесь достопримечательности, какие здесь интересные места. Но все равно сами, когда очутились, совсем другие эмоции испытали. Но в основном, конечно, самое большое удивление вот горы вызвали. Мы на Медео съездили, Шимбулак посетили. Круто было. Я вот помню первое впечатление. Зеленый еще город очень. Это поразило. Да, запахи, цветы, сирень тогда цвела. Я помню это ощущение. Прям вау-эффект, он до сих пор остается. Всем понравилось. И мне, и братишки, и мама тоже была поражена. Ну, твой брат, он сейчас здесь живет. Он здесь живет, он здесь работает, да, в районе Сайрана, там занимается продажей промышленного оборудования, менеджером работает. И они сейчас снимают квартиру вместе с Алибеком Кенисбаевым, да? Да. Саратовские нашли друг друга, да? Да, мы же состоим в одной группе, и все вот с тобой знакомы. И так вот земляки же, много общих тем, интересов. С Алибеком мы быстро общий язык нашли. Он наш саратовский волк. Такой. Ну, расскажи мне, пожалуйста, ты говорил, что во многом вот это вот желание сменить город, страну, как-то открыть для себя что-то новое, это было из-за твоего состояния тогда, да?
Да, сколько мне было тогда, в 2022 году мне было 33 года. 33 года, да, было, и я рассматривал город для переезда даже, потому что в Энгельсе мы проживали, и это хороший город, но я чувствовал, что желаю что-то новое привнести в свою жизнь, новые места интересные посетить, и так, на тот момент я работал в Нижневартовске, там это была казахстанская компания ОМОС. И вот парни, коллеги были из города Актобе. Вот изначально от них я узнал о том, что Алматы — это такой красивый, классный город. Раньше я знал, есть такой город в Казахстане, Алматы. Ну, как-то не было никакого желания, дикого прям желания посетить его не было. Вот разговаривал с парнями, общался. Они все в восторге, прям так описывали. Хотя они и сами с Актобе, все классно отзывались и мне советовали посетить Алматы. Вот. На тот момент границы закрыты были. И я вот на работе, когда был, смотрел Инстаграм, в Ютубе набирал красивые места Алматы и вообще город. Там вот еще Варламов же тоже снимал обзор. Смотрел его выпуск, ну, как-то загорелся и захотелось посетить город. Но на тот момент, в начале 22 года, не было возможности. Мы все ждали, когда же границы откроются. И как только это произошло, по известным событиям, и мы билеты взяли и приехали. Ну, ты говорил, еще у тебя один момент был. Или ты не будешь это говорить? Ну, один момент, да. Один момент такой, что развод с женой произошел. Это все равно это катализатором, наверное, явилось моего переезда. Я с женой разговаривал, и тоже мы с ней говорили о том, что нужно, не нужно, а вот у меня есть желание посетить город. И так вышло, что у нее не получилось. Угу. Вот. Она так и не была здесь. Мы развелись в сентябре прошлого года. Я на тот момент уже сюда активно катался. Мы же в мае, когда в июне приобрели квартиру. Угу. Ну, понял тебя, Руслан. Ну, скажи мне, давай, 3 факта, которые тебя удивили в городе Алматы. Первое — горы. Ага. Второе — очень много деревьев, зеленых насаждений. Третье — люди, да. Если 3. Угу. Ну, и главное, ты так подытоживая, что наши главные, вот, меня больше всего удивило, что ты все время, что бы ни случилось, как только у тебя вахта заканчивается, ты едешь сюда и здесь максимально отдыхаешь, то есть максимально проводишь время, то есть ходишь в горы, встречаешься, участвуешь в тренингах, изучаешь что-то, ходишь на курсы казахского языка, везде участвуешь, прям. То есть ты здесь приезжаешь, и ты не просто здесь там лежишь где-то, спишь, отдыхаешь, а ты прям максимально живешь такой жизнью. Да? Ты мне говорил, что во время вахты ты чувствуешь, что как-то ты так чуть зря теряешь время, да? Ну, и... да, есть такое. Да, здесь я себя чувствую свободнее, это да. Когда впервые мы здесь очутились, мы с братишкой еще разговаривали, удивлялись, как это мы здесь себя чувствуем немного по-другому. Как будто мы здесь и были, и родились. Как-то свободнее. Видишь, и менталитет другой. Здесь люди как-то добрее, ну не то что добрее, не могу так сказать. Мне здесь по кайфу. И все так, как сказать? Говори как есть.
Ну ладно, не в этом суть. Не могу В общем, сейчас конкретизировать, но... Тебя прям сюда тянет, да? Как? Да, меня сюда тянет. Здесь я максимально раскрываюсь. Пока не могу объяснить почему конкретно, но это факт. Здесь много чем есть заняться, каждому найдется занятие. Зимой катаемся на сноуборде, летом ходим в пешеходные маршруты горные. Вот на Копчегай должен был сегодня. Да, сегодня сорвалась поездка. Из-за того, что я его позвал видео снимать. Ну, меня удивил тот раз тот такой момент, что мы с тобой один раз встретились в Алмате. В Алмате, потом через месяц мы с ним встречаемся в Саратове. Да, И потом через месяц опять встречаемся уже в Алмате, да? да, Помнишь? помню. Вот, Это и- было, да, так прикольно, необычно. Да. Все тогда, Руслан, давай подытоживать. В принципе, мы все, что хотели, рассказали. Мгм. Рахмет тебе, что согласился сниматься. Да. Я понимаю, насколько для тебя это сложно, потому что ты вообще не публичный человек. Да, тебе, Рахмет, это для меня новый опыт. Шагнул навстречу страху. Да, было стеснение, волнение перед записью. Вот, Рахмет. Нет, ты молодец, то, что ты рискнул, то, что мы же записали. Ну, самое главное, что люди посмотрят, какая-то еще одна интересная, необычная история. И я думаю, все будет в плюсе. Да, надеюсь. Все. Так что давайте переезжайте все в Алматы. Не, ну ты сам еще не приехал. как ты надеешься? Я уже переехал, я уже здесь.